Всеукраинский совет по реанимации и экстренной медицинской помощи проводит очередной мастер-класс на сегодня. Надеюсь, будет это интересно всем, не просто тем людям, которые считают, что не могут оказать помощь, а тем, и которые хотят, уметь и оказывать эту помощь качественно. Мы сейчас проводим мастер-класс с использованием специального оборудования, которое должно быть в местах большого скопления людей, в тех же выставочных комплексах, аэропортах, больших центрах. Это автоматический внешний дефибриллятор. Устройство, которое может перезапустить сердце. То есть сделать так, чтобы сердечная деятельность возобновилась. Автоматический внешний дефибриллятор – это прибор, который при наложении электродов, при включении в сеть тестирует режим работы сердца. Сердечная мышца, если и остановилась в своей деятельности, то не всегда остановилась сразу совсем. Помня об этом, мы используем тот прибор, который должен быть в наших больших центрах с большим массовым скоплением людей. Прежде всего, говорим о стандарте проведения базовых реанимационных мероприятий. 30 нажатий к 2 вдохам. Это стандарт Европы, который, к большому сожалению, в нашей стране имеет пока небольшое распространение. И посредством нашей общественной организации мы все больше и больше хотим его распространить на территории нашей страны. Итак, если проводятся реанимационные мероприятия, следующее, что необходимо сделать, это принести автоматический дефибриллятор, который дает вам рекомендации по своим действиям. Его задача тестировать то, что делается с сердечной мышцей. Нужно подключить дефибриллятор к сердцу, к грудине пациента, для того, чтобы он проверил его работу. Электроды дефибриллятора имеют клеевую основу, такую как липкая лента для мух, и тем самым можно их присоединить успешно к грудине. Единственное, что стоит сделать, это снять одежду. Это присоединить электроды в строго отведенных местах и проверить ритм работы сердца, не мешая тому человеку, который в данный момент проводит массаж. В момент оценки ритма массаж проводиться не должен. Дефибриллятор располагается со стороны головы пациента, чтобы иметь к нему контроль, обеспечить безопасность, сказать, всем отойти от пациента. Идет оценка ритма. Никто не трогает пострадавшего. Оценивается через электроды механизм работы сердца, в каком ритме он находится. Автоматический внешний дефибриллятор, напомню вам, это устройство, которое может перезапустить сердечную мышцу. К большому сожалению, это наше будущее и настоящее Европы и других стран. В случае, если механизм работы сердца такой, что позволяет его перезапустить, продефибриллировать, мы просим всем отойти от пациента, убрать источники кислорода, если есть рядом, и нажимаем на кнопку разряда. В этот момент происходит разряд между электродами, и сердечная мышца перегружается. То есть гасятся все ее импульсы и перезапускается основной водитель ритма. Сразу же начинается массаж. 30 нажатий к 2 вдохам. 30 нажатий к 2 вдохам. Этот массаж должен идти качественно. И автоматический внешний дефибриллятор может контролировать качество работы спасателя. Плюс глубину нажатий на столько, сколько нужно. 5-6 сантиметров, не меньше. Чтобы было эффективное сжатие сердечной мышцы между позвоночником и грудиной. И только тогда будет проход крови к мозгу и поддержка жизнедеятельности клетки мозга до прибытия медработников. В течение 2 минут проводится массаж, проводится вентиляция. В протоколе 30 нажатий к 2 вдохам. Это, напомню вам, современный европейский стандарт оказания реанимационных мероприятий, независимо от того, сколько спасателей, 2 или 1. Если есть второй человек, то он выполняет в этот момент искусственную вентиляцию легких. С помощью пленки клапана, такого средства, которое не дает возможности выдоха пострадавшего попасть в вас, не дает возможности попасть инфекции при искусственной вентиляции легких. Прошу заметить, это не бинтик, это не платочек, с помощью которого нас с вами учили и до сих пор учат проводить искусственную вентиляцию легких. Это пленка-клапан для искусственной вентиляции легких, которая есть в составе автомобильных аптечек. Уважаемые автолюбители, загляните себе в аптечку и посмотрите, есть ли там вот такая вот пленка-клапан. И если ее нет, тогда ищите аптечку, которой она снабжена. Это наш стандарт. Итак, проводится реанимация в течение 2 минут.
После 2 минут идет опять-таки оценка ритма, и дефибриллятор его оценивает. Мы с вами прекращаем массаж, мы говорим стоп, всем отойти от пациента. То есть через 2 минуты дефибриллятор оценивает нашу с вами деятельность. Все ли мы правильно сделали? Мы опять не трогаем пациента. Мы можем поменяться, потому что в момент реанимации человек очень устает, и в течение 2 минут он проводит 32 массаж, его нужно менять. Нужны свежие силы. Он становится на дефибриллятор, я становлюсь на реанимацию. Убираю его пленку, клапан. Не трогаю пациента. Всем отойти от пациента. Внимание! Разряд. После разряда ищем точку нажатия и сразу проводим массаж. 30 к 2. 30 к 2. Современный стандарт проведения реанимационных мероприятий. После 30 нажатий на грудную клетку делаются 2 вдоха. Мы проводим реанимацию до прибытия медработников. До момента, пока дефибриллятор не скажет «стоп». Проверьте у человека наличие дыхания и сердцебиения, потому что его разряд может привести к перегрузке сердца и к возвращению так называемого синусового ритма, того ритма, который у каждого сейчас из ныне здравствующих. Или же до момента, пока не перейдет режим работы сердца в асистолию, то есть когда не будет возможности дефибриллировать, и мы оба устанем проводить реанимацию. Но помните, современное средство оказания неотложной помощи – это базовая реанимация, 30 нажатий к 2 вдохам и использование автоматического внешнего дефибриллятора. Каким устройством должны быть обеспечены все места большого скопления людей. Спасибо. Если вам интересна деятельность нашей организации, пожалуйста, подходите, берите наши листовки, где есть тот стандарт, о котором я говорил. Если вас интересует какой-то из конкретных курсов, которые мы проводим для групп личной охраны, для обеспечения безопасности детей, туристов, то, пожалуйста, отметьте нам ручечкой тот курс, который вас интересует, оставьте mail, и мы вам сбросим на почту ту программу курса, которая вас интересует. Спасибо огромное. Через час анонсирую следующий мастер-класс. Это неотложная помощь у детей. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации у детей младше года и старшего возраста. Спасибо.